Жители Нившира Каркировского района в скором времени позабудут о том, что такое наводнение. Уже заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации по расчистке и углублению реки Нившира. Ситуация в недалеком будущем может измениться также в Печоре и селе Визинга. Новость прозвучала на защите госпрограммы по природопользованию. Еще больше подробностей со встречи республиканских властей в материале Анны Зубаревой. Финансирование госпрограммы по природопользованию из года в год держится примерно на одном уровне. Исключение составляют этот год и следующий. Причина увеличения ассигнований связана со строительством большого мусорного полигона в селе Ижма. Пока что его техническая готовность 15%. Цифры говорят об отставании по срокам. Остается актуальной проблема и длительного нефункционирования объектов размещения отходов, даже если они уже готовы. Так не изменилась с прошлого года ситуация в муниципальном районе Кайгородский. Построенная площадка хранения тыков в населенных пунктах Кожжин, Подь, Вижью не эксплуатируется. До сих пор не завершено строительство полигона в селе Сторожевск. Не используются площадки складирования и временного хранения древесных отходов в поселке Аджером и селе Мордин Каркировского района. Аналогично площадки в Жеш Аркеусимском районе используются не по назначению. Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами привлекает к себе серьезное внимание. В некоторых муниципалитетах раздельное накопление отходов все еще не организовано. Чтобы ситуацию в республике наладить, у профильного министра есть предложение создать рабочую группу. Туда войдут не министры и не члены правительства, а именно специалисты, которые понимают, знают и выдадут нам в течение 2 месяцев дорожную карту о внесении изменений и в региональную программу, и в терсхему, по которой нам в 2022 году придется внести изменения в эти 2 вышеуказанных документа и по ним уже начинать жить. В документах будет пошагово обозначено, как действовать, начиная с придомовой сортировки, заканчивая утилизацией отходов. Остро стоит вопрос и нанесения ущерба народному хозяйству и угрозы для человека со стороны хищников. Кровавый сезон не за горами, но пока что решение по выплатам вознаграждения охотникам за добычу волка в размере 20 тысяч рублей на следующий год находится в подвешенном состоянии. На сегодня ведется очень серьезная работа по включению финансирования на 22, 23 и 24 год в аналогичных объемах финансирования 5 миллионов рублей. Мы эту работу видим, эффективность от нее есть, поэтому она будет продолжена. Одной из основных проблем республики остаются нефтеразливы. За 9 месяцев этого года направлено на природоохранные мероприятия больше 3 миллиардов рублей. В том числе на рекультивацию земель. У Колвы, Усы и Печоры восстановлены береговые полосы. Резонансно во всех отношениях это проблемы нефтеразливов во время добычи, транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов. Мы в прошлом году приняли большое обращение к федеральным органам власти по этому поводу. Есть реакция на наши обращения. Продолжая тему сырьевого сектора. У Коми 3 главных составляющих – нефтегазовый, угольный, бокситовый. Если первый и последний работают стабильно, то угольное направление эксперты называют болезненным. У нас работает только Воркута, и мы видим уже конец этой работы. Значит, я имею в виду что? То есть у нас воркутское месторождение запасами, отработки запасов, значит, планируется примерно в конце 30-х годов. И в Воркуте останется одна шахта, Варгашорская. Все равно город не выстоит на одной шахте. Мы это прекрасно понимаем. А вот и получается, что властям как ветви исполнительной, так и законодательной есть о чем подумать. Цель у всех одна – повысить эффективность использования природоресурсного потенциала, сохранить экологический баланс и улучшить экологическую обстановку в республике. Анна Зубарева, Артем Соколов, телеканал Юрган.